Отсчитываем часы по настоящему времени. Из студии в Вашингтоне вас приветствую я, Роман Мамонов. В ближайший час подробно о главных событиях дня, какими они видятся из США. Первый блин комом. Как отреагировали в США на первую встречу Дональда Трампа с журналистами после его победы, а также на манеру общения с прессой и обвинений в адрес репортеров. Кандидатам устроили поджаривание на гриле. Номинанты Трампа на посты в правительстве столкнулись с резкой критикой в Конгрессе. Ставит ли это под сомнение их утверждение? Узнаем у нашего корреспондента. А также Дилану Руфу дали по полной. Стрелка из Чарльстона, убившего 9 прихожан афроамериканской церкви, приговорили к смертной казни. В середине часа, как всегда, новости экономики и данные с бирж от наших коллег в Нью-Йорке. Прямо сейчас дайджест новостей от Рафаэля Исаакова. Спасибо, Роман. В начале часа, как обычно, о событиях в мире и в США. Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер опроверг причастность американских спецслужб к составлению досье, в котором содержится информация о якобы наличии у Кремля компромата на Дональда Трампа. При этом Клэппер подчеркнул, что опубликованное досье было включено в доклад разведки для, цитата, «полноты картины по всем вопросам, которые могут повлиять на национальную безопасность», хотя данный документ не оценивается разведслужбами как достоверный. По словам главы ведомства, утечки, которые носят губительный характер, не могли исходить от его сотрудников. Избранный президент США сообщил по традиции в Твиттере, что Клэппер звонил ему накануне и подтвердил, что опубликованное досье лживое и вымышленное. Фабрикация, подтасованные факты. Очень плохо, написал Трамп. Джеймс Клэппер заявил также, что документ составлен частной компанией, работающей в сфере безопасности. Как сообщает агентство Рейтер, автор доклада о компромате – бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил, который позднее работал на оппонентов Трампа в стане республиканцев. BBC передает, что Стил был нанят Джебом Бушем, участником партийных праймериз 2016 года. В сенатских комитетах продолжаются слушания по кандидатурам на посты в администрации Дональда Трампа. Претендент на должность госсекретаря Рекс Тиллерсон накануне около 9 часов отвечал на вопросы сенаторов, причем существенная их часть касалась России. Среди прочего, экс-глава ExxonMobil признал заслуживающей доверия версию о том, что Владимир Путин знал об операции российских спецслужб по вмешательству в американские выборы. Россия сегодня представляет угрозу, но продвижение ее собственных интересов нельзя назвать непредсказуемым. Она вторглась в Украину, в том числе оккупировала Крым и поддерживала сирийскую армию, которая жестоко нарушает законы войны. Наши союзники в НАТО правы, когда высказывают беспокойство активными действиями России. Однако эта дверь оказалась открыта в результате отсутствия сильного руководства со стороны США и неверных сигналов, которые посылались отсюда. Мы отступались от слов, данных нашим союзникам, и мы не понимали, что Россия мыслит не так, как мы. При этом Тиллерсон, отвечая на вопрос сенатора-республиканца Марко Рубио, отказался признавать президента России военным преступником. Для того, чтобы признать военные преступления, которые совершают российские силы, не нужна засекреченная информация. Она доступна через открытые источники. И она, конечно, доступна кандидату на пост госсекретаря. Кроме того, одно из объяснений его номинации заключается в том, что он много ездил по миру. Заявил Марко Рубио журналистам по окончании слушаний. Голос Рубио, который уступил Трампу в борьбе за номинацию на пост президента от республиканской партии, может оказаться решающим в комитете. Если он и все 10 демократов проголосуют против кандидатуры Тиллерсона, она уйдет на общее голосование в Верхнюю палату Конгресса США без положительной рекомендации. Сегодня в Сенате также проходят слушания претендентов на пост главы Пентагона Джеймса Мэттиса и конгрессмена Майка Помпео, которому Трамп предложил возглавить ЦРУ. Утром в четверг Сенат принял первый шаг, направленный на отмену реформы здравоохранения, известной как Обама-Кер. 51 сенатор поддержал инициативу по разработке законопроекта, против выступили 48 человек. Среди прочего, как сообщается, принята упрощенная система утверждения законопроекта простым большинством голосов. Теперь резолюция будет направлена в Палату представителей, которая должна проголосовать по ней на этой неделе. Отмена Обама-Кер входит в число приоритетов для избранного президента Дональда Трампа, который, опять же, через Твиттер поздравил Сенат с принятым решением. По словам республиканцев, на полный отказ от Обама-Кер могут уйти месяцы. Первая партия американских танков, бронетранспортеров и самоходной артиллерии прибыла в Польшу. Кроме того, в стране будут базироваться около 3000 американских военнослужащих, которые будут заниматься обслуживанием техники.
Это самый многочисленный военный контингент США на территории Польши со времен окончания Холодной войны. Решение об отправке дополнительных войск в Восточную Европу было принято президентом Обамой после аннексии Крыма Россией и начала вооруженного конфликта на востоке Украины. Кремль уже выразил недовольство действиями США. По словам пресс-секретаря президента Путина Дмитрия Пескова, операция «Атлантическая решимость» угрожает интересам России и ее безопасности. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибыл в Женеву, где он, среди прочего, намерен провести консультации с новым генеральным секретарем организации Антонио Гутерришем. Они рассмотрят дальнейшие шаги, направленные на политическое урегулирование сирийского конфликта. Накануне телеканал Fox News сообщил со ссылкой на свои источники, что Россия увеличивает военное присутствие в Сирии, несмотря на заявление президента Путина о сокращении группировки. По их данным, на прошлой неделе Россия перебросила 4 штурмовика Су-25 на авиабазу Хмимим. Кроме того, в Сирию прибыла группа российских контрактников, в том числе из Чечни. Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков опроверг данные сообщения, уточнив, что Москва продолжает мероприятия по сокращению военного присутствия в Сирии. Роман, на этом у меня все. Передаю тебе слово. Да, Рафаэль, благодарю тебя. Главной темой в США в последние сутки остается так называемая пресс-конференция Дональда Трампа, состоявшаяся накануне. Так называемая, потому что по впечатлениям самих ее участников и экспертов, Дональд Трамп вновь сумел превратить общение с журналистами в шоу, уйдя от острых вопросов и перейдя в атаку на бесчестные, по его словам, СМИ. Трамп рассказал, как собирается выполнять предвыборные обещания, строить стену между США и Мексикой, отменять реформу медицинского страхования, а также избегать конфликта интересов, передав управление бизнесом сыновьям. Об итогах пресс-конференции, о том, как отреагировали внутри США на первое за 5,5 месяцев общение Трампа с журналистами, узнаем у нашего корреспондента в Нью-Йорке Виктории Купчинецкой. Она присоединяется из нашей студии. Вика, приветствую. Если судить по сказанному Дональдом Трампом, чего нам ждет, какой будет его политика? Роман, приветствую тебя. Честно говоря, Дональд Трамп говорил о программах, о будущем, о том, что нас ждет, но не очень много. И из его пресс-конференции не очень понятно, что он будет делать в первые 100 дней после своей инаугурации. Мы не очень много узнали о каких-то государственных планах, государственных программах, не очень много узнали о его внутренней или внешней политике. Но эта пресс-конференция была посвящена ему, Дональду Трампу, личности его личным отношениям с кандидатами на различные посты в его кабинете, с различными иностранными государствами, лидерами иностранных государств, а также с представителями прессы. Дональда Трампа очень, прессу в первую очередь интересовали вот эти... Дональда Трампа в первую очередь, я имею в виду прессу, американскую прессу на этой пресс-конференции, интересовало в первую очередь вмешательство Российской Федерации в президентские выборы и также отношения Дональда Трампа с Путиным. Так вот, Дональд Трамп сказал, что если Путину нравится Дональд Трамп, разве это плохо? Это скорее положительный фактор, чем отрицательный. И позже, во время пресс-конференции, он заявил, что, возможно, у него будут хорошие отношения с Путиным, возможно, у него будут плохие отношения с Путиным, он не знает. То есть избранный президент говорил такими загадками, и делать какие-то прогнозы касательно американо-российских отношений сейчас очень сложно. Я обратилась к профессору Нью-Йоркского университета Джошуа Такеру и попросила его помочь нам разобраться в этом вопросе. Вот что он сказал. С Трампом все неопределенно. Он сам и члены его предвыборной кампании не раз говорили, что он хочет улучшить отношения с Россией. И благодаря этому Россия сможет добиться своих целей – прекращения санкций, получения большего одобрения в связи с ситуацией с Крымом. Хотя, если судить по словам кандидата на пост госсекретаря Рекса Тиллерсона, администрация Трампа не собирается признавать аннексию Крыма. Возможно, США и Россия будут больше сотрудничать по Сирии, хотя это сотрудничество уже происходит. Скорее всего, будет меньше критики в адрес России в вопросах нарушения прав человека в Сирии. Все это может произойти, но мы не знаем, как эта администрация будет себя вести. Трамп много раз говорил, что ему нравится Путин, но насколько Трамп готов уступить интересам России в Европе, этот вопрос остается открытым.
На пресс-конференции также поднимался очень важный вопрос возможного конфликта интересов президента Соединенных Штатов, который одновременно является главой, владельцем очень крупной компании. Многих в Соединенных Штатах беспокоит то, что Дональд Трамп, бизнесмен, став президентом Соединенных Штатов, будет работать не на пользу, не в интересах американского народа и американского государства, а для будущей пользы, обогащения, расширения, укрепления своего бизнеса. Во время пресс-конференции Дональд Трамп публично передал руководство управления своей компанией своим двум сыновьям и менеджеру. Теперь сыновья и менеджер не имеют права советоваться с Трампом, рассказывать ему о том, как дела идут в этой компании. Но насколько все-таки возможно отделить Дональда Трампа, президента, от Дональда Трампа, будущего государственного деятеля? Вот я задала этот вопрос юристу, адвокату Павлу Ивлеву, который живет в Соединенных Штатах, и вот что он мне сказал. Давайте не будем забывать о том, что все-таки бизнесмен Трамп, он специфический бизнесмен, да? Он прежде всего имя Трамп, он бренд. По большому счету, то, что он президент, движок, самое лучшее, так сказать, наполнение стоимостью того бизнеса, который он есть. То есть он, безусловно, став президентом, он в любом случае поднял свой бренд на уже, наверное, такую как бы следующую высокую ступень. И мне кажется, что как раз вот концовка выступления Трампа сегодняшняя, она была очень в этом плане характерна, и это ожидаемо, да, когда он сказал, ну да, я отдаю своим детям, через 8 лет вернусь, если плохо работали, я их уволю. Ну, то есть, ну да, ну 8 лет, ну это же не навсегда. Во время этой пресс-конференции, и я, конечно, признаю, здесь не слишком объективен, то, как Дональд Трамп общался с журналистами, в какой тональности, и стычка, например, между Трампом и журналистом CNN. Да, Роман, совершенно верно. Это была стычка, и достаточно резкая, агрессивная стычка, особенно со стороны Трампа. Он вербально атаковал средства массовой информации, которые опубликовали или информацию о том, что существует предположительный компромат на него у Российской Федерации, или те СМИ, которые опубликовали сам этот предположительный компромат. Я хочу напомнить, что вся эта информация, этот компромат не является проверенной, и даже спецслужбы США подтвердили то, что эта информация не является проверенной, хотя они и представляли ее Трампу во время встречи на прошлой неделе. Так вот, во время пресс-конференции Трамп назвал BuzzFeed, который опубликовал эту информацию полностью, горой мусора, и даже пригрозил им, что они заплатят за публикацию этой непроверенной информации. Что касается журналиста CNN, журналист этот несколько раз требовал от Трампа, чтобы тот дал ему возможность задать вопрос, так как он на него нападает, но Трамп его проигнорировал, он назвал CNN фейковыми новостями и перешел к другому корреспонденту, к другому вопросу. Вот я побеседовала с Алексом Хальберштадтом, журналистом, который пишет в журнал The New Yorker, в газету New York Times, и я спросила у него, что можно из этой пресс-конференции сказать о тех отношениях, которые уже сложились, складываются и будут складываться у 45-го президента Соединенных Штатов и средств массовой информации. Алекс считает, что то, что произошло на этой пресс-конференции, является беспрецедентным. По сути, CNN ведь не напечатали эту непроверенную информацию. Они напечатали информацию о том, что такая информация непроверенная существует. То есть они выполняли, собственно говоря, свою журналистскую работу. И вот по мнению Алекса Хальберштадта, поведение Трампа является беспрецедентным, потому что он пытался дискредитировать этот канал и вообще средства массовой информации. И, конечно же, отношения Трампа с средствами массовой информации будут складываться очень сложно. Ну и вообще, вывод, который можно сделать после этой пресс-конференции, создается такое впечатление, что очень многие решения в Белом доме после инаугурации будут приниматься не с целью достижения какого-то политического или социального консенсуса в стране, а они будут базироваться на каких-то личных пристрастиях и личных мнениях 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Роман.
Вика, благодарю тебя. Виктория Купчинецкая. Мы с ней обсуждали итоги пресс-конференции Дональда Трампа и реакцию на то, как она прошла. Теперь к главной теме сегодняшнего дня. В эти часы все внимание в США приковано к Сенату, в разных комитетах которого с самого утра идут слушания об утверждении номинантов на министерские посты в кабинете Дональда Трампа. Сегодня на Капитолии с сенаторами встречаются отставной генерал Джеймс Мэттис, он претендует на пост министра обороны, нейрохирург и бывший кандидат в президенты и конкурент Дональда Трампа Бен Карсон, он номинирован на руководство Министерством жилищного строительства, а также конгрессмен Майк Помпео, который выдвинут на пост главы ЦРУ. За слушаниями третий день подряд наблюдает наш корреспондент Вадим Алинчев. Он присоединяется ко мне из Сената. Вадим, приветствую. Что сейчас происходит? Судя по всему, для номинантов слушания проходят не совсем гладко. Да, Роман, спасибо. Ты совершенно прав. Вот Комитет по вооруженным силам рассматривает сегодня кандидатуру генерала в отставке Джеймса Мэттиса на пост министра обороны США. Но сразу же возникла проблема, причем юридическая. Дело в том, что по правилам Джеймс Мэттис, точнее не Джеймс Мэттис, а вообще любой бывший кадровый офицер может занять пост министра обороны только если с момента его отставки прошло не менее чем 7 лет. А Джеймс Мэттис ушел с поста главы Центрального командования только в 2013 году. То есть вот вам уже, пожалуйста, разночтение. И даже если его кандидатура будет утверждена, получается, что теперь Конгресс должен принять специальную поправку, которая позволит сделать исключение в случае с Мэттисом и позволит занять ему эту должность. Ну, а что касается будущей позиции Джеймса Мэттиса, конечно же, ему пришлось сразу же отвечать на вопросы сенаторов о том, каково его видение стратегии, включая и военную стратегию США. И вот он, в частности, сказал, что наша военная стратегия должна подкреплять дипломатию. То есть Джеймс Мэттис собирается делать упор на то, чтобы Америка решала всевозможные международные проблемы дипломатическим путем в первую очередь, но при этом могла и в военном отношении как постоять за себя, так и оказать помощь своим союзникам. И, кстати, как мы видим, это перекликается с тем, что происходит сейчас, не далее как сегодня. 3000 военнослужащих армии США прибывают в Польшу под эгидой НАТО для того, чтобы потом быть дислоцированными в различных, по-моему, в 6 государствах, которые входят в Североатлантический союз, включая Балтийские государства, Эстонию, Латвию, Литву. Так что в этом плане мы видим вот такой вот настрой на то, чтобы укреплять сильные позиции Америки. И об этом говорят действительно все больше и больше людей здесь, на Капитолийском холме и в Вашингтоне. Я недавно брал интервью у бывшего конгрессмена Майка Роджерса, и он сказал вот такую вот образную фразу, что вести любые переговоры легче, если имеешь за плечами 7-й флот США и 101-ю воздушно-десантную дивизию. Ну, Роджерс, он бывший конгрессмен, он может себе позволить так пошутить, но даже нынешние, те, которые сейчас сидят здесь в этих стенах, я слушал выступление конгрессмена Мэка Торнбери, и вот он тоже сказал о том, что Америка должна возвращать свою былую репутацию в мире и для этого увеличивать военные расходы. То есть вот видно вот настрой на то, чтобы делать американскую позицию более сильной. Ну и возвращаясь к кандидатуре Джеймса Мэттиса, надо сказать, что, похоже, препятствий для номинации у него все-таки быть не должно. Его активно поддержали и бывший сенатор Сэм Нан, который выступал сегодня здесь, и бывший глава Пентагона Уильям Коэн. И, в частности, сенатор Маккейн высказался тоже за его кандидатуру. Он сказал, что, опять же, на ту же тему, он сказал, жесткая сила важна, и слишком многие в мире сейчас считают Америку слабой. То есть, судя по всему, эти законодатели надеются, что Джеймс Мэттис может усилить вот этот вот образ такой вот решительной, мощной страны. Давайте послушаем, что сказал сенатор Джон Маккейн. Каждый из 3 последних президентов США хотел выстроить партнерские отношения с российским правительством. И каждая из этих 3 попыток провалилась. Не по причине отсутствия веры в них с нашей стороны, а из-за того упрямого факта, что Путин хочет быть нашим врагом. Он нуждается в том, чтобы мы были его врагом. Он никогда не будет нашим партнером даже в деле борьбы с исламским государством. Он свято верит в то, что усиление России означает ослабление Соединенных Штатов. И мы должны реально это осознавать.
Должностью директора Центрального разведывательного управления будет ситуация несколько более интересная, потому что на эту номинацию выдвинут конгрессмен из Канзаса Майк Помпео, и вот сейчас идут слушания по его кандидатуре в Комитете Сената по разведке, но он будет фигура немножко нестандартная. Это не такой вот кадровый офицер, который вышел из рядов спецслужб, а наоборот, он, может быть, будет фигурой нового типа. Дело в том, что до избрания на пост президента Дональд Трамп, он регулярно критиковал спецслужбы, включая Центральное разведывательное управление, за их неэффективность, за их недостаточный стиль работы, недостаточно эффективный стиль работы. И даже вот Джеймс Клэппер, которого мы здесь зовем царем разведки, то есть глава всех спецслужб США, он как раз в свою очередь был недоволен Трампом за то, что тот изначально вот так вот скептически настроен по отношению к разведслужбам, при том, что они делают нужную работу. И вот как раз Майка Помпео рассматривают как такую фигуру перемен, поскольку он был даже в комиссии Бенгази, когда расследовались обстоятельства трагедии в Ливии, где погиб посол США в Ливии. И вот тогда он очень сильно критиковал ЦРУ. То есть есть все основания полагать, что в случае утверждения Майка Помпео работа спецслужб пойдет как-то по-новому, и особенно вот Центрального разведывательного управления. То есть, скорее всего, придет тогда в его лице реформатор, а не продолжатель традиций. Роман? Да, Вадим, спасибо. Вадим Оленичев следит за слушаниями в Сенате. Там участвуют претенденты на министерские посты. Все сейчас обсудим с нашим постоянным комментатором, старшим научным сотрудником Атлантического совета Ариэлем Коэном. Ариэль, приветствую. Вал просто информации и того, что можно обсуждать. Вчерашняя пресс-конференция, начнем с нее. У меня, и я снова повторюсь, я человек предвзятый здесь, я журналист. У меня главный вопрос. Что это было? Потому что это меньше всего, и я прошу прощения, это меньше всего походило на пресс-конференцию. Скажем так, это не стандартная конференция новоизбранного президента. У нас не было большой пресс-конференции с лета. И человек вел себя достаточно, защитный рефлекс явно работал, да, лучший метод обороны это выступление. Вот он выступал, пытался защитить свою репутацию и очень возмущался тем, что про него написали на BuzzFeed и все. Но мне кажется, важным надо отметить, что вся вот эти 76 минут, минус адвокат, который выступала, все практически было посвящено России. Так или иначе, хакеры, возможный компромат, мы не знаем, есть ли он, но хакерские атаки, доказанный факт. Дональд Трамп даже сказал, я думаю, может быть, это Россия. Он сказал, что это Россия и другие. Насколько я калибрую его нынешнюю позицию, он признает, что это Россия и другие потенциальные хакеры. Мы сейчас не говорим только про Демократический национальный комитет. Вообще хакерские атаки делаются в том числе Китаем, Ираном, Северной Кореей и так далее. Тем не менее, возникает вопрос. Мне показалось, что он злится от того, что у него, очевидно, ему задают вопросы о России, не о текущей повестке, не о его планах, но ему постоянно приходится оправдываться. У тебя было это ощущение? Потому что мне прям вот фотографии сегодня есть в Вашингтон-Посте и в Нью-Йорк Таймсе, прям раскадровка. Он злится от этого. Ну, действительно, человек собирается работать президентом, а тут начинают лить вот такой вот компромат, причем даже такие вполне солидные столпы либеральной прессы, как Нью-Йорк Таймс, не хотели это публиковать и считают это недоказанным. Я думаю, что Россия будет преследовать Дональда Трампа еще какое-то время, и мы посмотрим, к чему это приведет. Сейчас рано говорить, чем это закончится, но тут важно заметить, что руководитель, координатор разведслужб, генерал Клэппер, вчера вечером, в среду вечером, позвонил Дональду Трампу и всячески оправдывался и говорил, что утечка не произошла от спецслужб. И компромат этот, заказанный против Трампа сначала его конкурентами-республиканцами, а потом Хиллари Клинтон, предвыборной кампании Хиллари Клинтон, носит признаки, носит характер заказной работы, то, что называется по-английски opposition research, расследование оппозиции, то есть нарыть компромат. И дальше вопрос, этот компромат
является реальным, там есть какие-то факты, говорят даже о видеозаписях и фотографиях, или это чистой воды попытка замарать доброе имя президента Трампа. Поговорим о номинантах. Ты говоришь, что Россия будет занимать еще какое-то время. Но я, честно говоря, немножко в растерянности, потому что я не понимаю, чего ждать, например, в российском курсе. Дональд Трамп говорит, налаживать отношения, вместе бороться против ИГИЛ. Но его номинанты, Рекс Тиллерсон, говорит, так, санкции сохранить, нарушение прав человека признаем. Генерал ЦРУ сейчас, Майк Помпео, говорит при этом, я не буду, прости, да, бывший военный и конгрессмен Помпео. Он говорит, что я не буду исполнять указы, если мне скажут пытать людей и так далее. Получается, люди, которых он номинировал, сейчас противоречат его собственным предвыборным обещаниям. Я думаю, что любой номинант, который проходит слушание на утверждение, прежде всего должен говорить о том, что он будет выполнять закон и Конституцию Соединенных Штатов. По закону, принятым тем самым Конгрессом, который рассматривает кандидатуру министра, например, национальной безопасности, генерал Келли тоже сказал, что людей он пытать не будет. И заседал там, если я не ошибаюсь, в том числе и Маккейн, сенатор Маккейн, который является ярым противником пыток. Также это говорит генерал Матис и директор ЦРУ будущий. Поэтому выполнение законов – это абсолют в Соединенных Штатах. Они не могут подмигивать и улыбаться, когда говорят о выполнении законов. Более того, как ты правильно заявил, сейчас на виду, налицо разногласия по России, в том числе и с Рексом Тиллерсоном, который сказал, что он бы поставлял оружие Украине. Я просто со стула чуть не упал, когда я это услышал. Я думаю, что это хорошая новость для тех, кто смотрит нас на Украине. Я не уверен, что это хорошая новость, потому что любая администрация, когда она заходит, она занимается всегда переоценкой любой политики. Это будет переоценка политики по отношению к Китаю, по Ближнему Востоку и в том числе по России. Поэтому я не удивлюсь, что в конце концов начнут отменять санкции и оружие Украине поставлять не будут. Запомним твой прогноз, посмотрим, насколько он сбудется. Спасибо, старший научный сотрудник Ариэль Коэн. И обязательно увидимся с тобой на следующей неделе, пусть и виртуально, поскольку Ариэль Коэн будет одним из участников специального эфира, который сейчас готовит команда «Настоящего времени Америка». 20 января, в день инаугурации 45-го президента США, 3-часовой телевизионный и онлайн-эфир из Вашингтона с прямыми включениями наших корреспондентов, мнениями экспертов и, конечно, инаугурационной речью Дональда Трампа с синхронным русским переводом. Не пропустите. И уже очевидно, что в день инаугурации освещать мы будем не только парадно-торжественную часть, но и протесты, к которым готовятся многочисленные группы противников Трампа. По всему Вашингтону, например, сейчас можно встретить плакаты, расклеенные на фонарных столбах, вот такие, вы их сейчас видите, на стенах зданий, призывающие жителей столицы принять участие в акциях протеста в день принесения Трампом присяги. С участниками одной из таких волонтерских групп встретилась Ануша Аветисян. Активисты Disrupt J20 готовятся организовать сразу несколько демонстраций 20 января в день инаугурации Дональда Трампа. Их цель – сорвать мероприятие. На официальной веб-странице Disrupt J20 говорится, что все люди с чистой совестью должны присоединиться к их акции. Если многие другие митинги запланированы за день до или на следующий день после инаугурации, то эта группа активистов собирается протестовать именно в день и час, когда Дональд Трамп будет приносить присягу у Капитолия на специально построенной сцене. И хотя многие акции протеста не санкционированы, активисты не собираются их отменять. Наше послание следующее. Нас, людей с повышенным чувством ответственности, большинство в нашей стране. Трамп выиграл выборы по подсчету электоральных голосов от штатов, но при этом за него проголосовало меньшинство граждан. Мы обязаны остановить его. Нам есть за что бороться. Если мы не начнем борьбу, то Трамп начнет отбирать права у иммигрантов, рабочих, темнокожего населения и мусульман. Нам нечего терять, кроме цепей, которые приковывают нас к несправедливости и репрессиям нашей социальной системы. Как рассказали представители Disrupt J20, несанкционированные демонстрации в разных районах Вашингтона начнутся в 9 утра. Участники собираются дежурить возле 12 контрольно-пропускных пунктов и мешать гостям инаугурации попасть к сцене и на территорию, где
пройдут официальные мероприятия. Надо отметить, что в прошлом на этих контрольно-пропускных пунктах во время инаугурации дежурили полицейские, Национальная гвардия и спецслужбы США. Пока детали того, каким образом они собираются мешать гостям при таких мерах безопасности, организаторы не раскрыли. Они рассказали, что на каждом из этих 12 пунктов пройдет тематический протест. Среди заявленных тем – расовые конфликты, права иммигрантов и ЛГБТ-сообщества, борьба с изменением климата. То, что мы пытаемся осуществить сегодня, это подготовить почву для сопротивления этой администрации в течение следующих 4 лет. Это только первый день. Мы демонстрируем силу сторонникам Трампа. Мы говорим им, что мы не будем стоять в стороне и будем защищать наше сообщество. В 12 часов группа Disrupt J20 присоединится к активистам других протестных движений, и уже вместе они планируют провести мирный марш. Как здесь на пресс-конференции рассказали, на следующей неделе обстановка в столице будет очень напряженной. Еще до инаугурации пройдет ряд протестов и репетиций, и даже ЛГБТ-вечеринка у дома избранного вице-президента Майка Пенса, куда он временно поселился до переезда в официальную резиденцию. После инаугурации запланирован мирный протест «Женский марш на Вашингтон», куда, по последним данным, собирается прийти 200 тысяч человек. Мы будем за этим наблюдать и расскажем вам все подробности. Спасибо, Ануша. Еще одна большая новость в США. Приговор Дилану Руфу, молодому человеку, который убил в 2015 году 9 афроамериканцев в городе Чарльстон, Южная Каролина. Сначала присяжные, которые рассматривали дело сторонника идеи расизма, вынесли рекомендацию приговорить его к смертной казни, а потом и судья утвердил этот вердикт. Александр Яневский о развязке громкого дела. «Я чувствовал, что должен был это сделать», заявил Дилан Руф, жюри присяжных, 10 женщинам и 2 мужчинам. Разговор длился около 5 минут. Только один присяжный высказался против вынесения смертного приговора. В июне 2015 года Дилан Руф открыл двери церкви, где в тот момент собрались прихожане-афроамериканцы для изучения Библии. Он просидел с ними 40 минут, прежде чем хладнокровно застрелил прихожан на почве расовой ненависти. Следствие установило, что Руф нажал на курок 75 раз. Родственники погибших называют решение присяжных пировой победой. Справедливость восторжествовала, но забранные Руфом жизни не вернуть. Трудно смириться с тем, что кто-то может потерять свою жизнь. Но когда вы смотрите на совокупность обстоятельств, сложно сказать, что этот человек заслуживает права на жизнь, лишив этого права других. Как можно оправдать сохранение одной жизни, когда он так жестоко забрал 9? Я рада, что он предстал перед судом. Я также рада, что он получил смертный приговор. Но это не вернет нам наших родных. На процессе Дилан Руф защищал себя сам и не протестовал против вынесения смертного приговора. Присяжные признали его виновным по 33 федеральным обвинениям, включая преступления на почве ненависти. Дилан Руф стал вторым человеком смертного приговора, которому добивалось федеральное правительство за последние несколько лет. Последним был один из организаторов взрыва в Бостоне Джохар Царнаев. Александр Яневский. Специально для настоящего времени. Америка. Спасибо, что вы с нами. На ближайшие 15 минут передаем слово коллегам в Нью-Йорке проекту «Время, деньги». Не переключайтесь. Привет, я Борис Кольцов, это «Время, деньги». Главное сегодня. На мировых рынках преобладают негативные настроения, чем напугал инвесторов Дональд Трамп. Дочернюю компанию «Роснефть» обвиняют в участии в мошеннической передаче активов. И сколько миллиардов согласился выплатить концерн Volkswagen в качестве штрафа за обман американских властей. Большинство основных мировых биржевых индексов находится сегодня в красной зоне. Главная причина – осторожность, которую проявляют инвесторы после вчерашней пресс-конференции избранного президента Дональда Трампа. В Китае к этому прибавился еще и традиционный спад активности трейдеров перед празднованием Нового года по восточному календарю. Новый политический год стартует в США на неделю раньше китайского. И какое влияние это окажет на настроение на рынке, обсудим сейчас с экономическим обозревателем Андреа Мурат. Андреа, привет. Скажи, пожалуйста, конечно, много разных вещей, которые связаны с вступлением Дональда Трампа в должность, но вот мой первый вопрос. Какое влияние это окажет, на твой взгляд, на американские гособлигации?
Здравствуйте, спасибо, что пригласили. После выборов ставки пошли вверх. Сейчас на рынке присутствует ожидание того, что ставки продолжат расти после инаугурации. Растущие процентные ставки – это хорошо для экономики и говорит о подъеме. Но, несмотря на это, многое сейчас зависит от политики, выбранной Трампом, а мы не знаем, чего от него ждать. Так, вчера после пресс-конференции наклон кривой доходности увеличился, и цены на государственные облигации США упали. Следующий вопрос на популярную сейчас тему переноса производства в США. На ваш взгляд, есть ли для этого действительно экономические основания, либо это все-таки в большей степени политика, связанная с привлечением голосов избирателей? Экономическая инициатива по переносу производства в США. Экономическая инициатива по переносу производства в США направлена на создание новых рабочих мест, но это может быть не лучший способ создавать новые рабочие места. В процессе перехода от экономики производства к экономике услуг многие люди остались без работы, и проблема в том, что у них отсутствует квалификация, чтобы получить занятость в сфере услуг. И сейчас мы на пути к переходу от экономики к услуг. Сейчас мы находимся на пути к переходу от экономики услуг к глобальной экономике. Из-за этого мы видим некоторые проблемы с соблюдением налогового законодательства крупными компаниями. Конечно, перенос производства – это один из способов создания рабочих мест, но эти новые рабочие места не вписываются в экономику, в которой преобладает сектор услуг. Избранный президент, конечно же, подошел к решению вопроса с разных сторон, и существуют разные мнения по поводу того, по какой причине он решил переносить производство обратно в США. Насколько хорошо его политика будет работать, мы увидим только после того, как он вступит в должность и начнет реализовывать свои идеи. Процесс переноса производства в США – это непростой путь, и ему может быть сложно вернуть рабочие места в страну и наладить производство в том объеме, который он хочет, потому что перенос инфраструктуры будет очень дорого стоить для многих компаний. Кроме того, повысившиеся затраты на рабочую силу будут повышать цены на товары для американцев, и это может стать проблемой и привести к снижению уровня потребления и замедлению экономики. Поэтому сейчас присутствует много людей, которые считают, что это не самый лучший способ создать новые рабочие места. Спасибо большое. Как всегда, рад видеть в нашей студии. Спасибо. Реакцию рынка на вчерашнюю пресс-конференцию избранного президента позитивной не назовешь. Многие вопросы не только остались без ответа, но и, похоже, возникли новые. Доллар падает, доходность государственных облигаций растет. Только азиатские рынки, по версии агентства Рейтер, вздохнули с облегчением. Ведь накануне Трамп ни словом не обмолвился о новых пошлинах для китайских экспортеров. Все подробности у Ольги Логиновой. Если инвесторы ждали от вчерашней пресс-конференции ясности, то они ее не получили. Заявление будущего президента о фискальной политике отправили американский доллар в пике. На рынке Форекс по состоянию на сегодняшнее утро доллар упал относительно евро на 0,84%. Стерлинг вырос по отношению к доллару на 0,61% и торгуется по цене $1 и почти 23 цента за 1 фунт. В паре доллар-иена доллар упал на 1,4 по отношению к японской валюте. Изначально рынки с оптимизмом отреагировали на заявление Трампа о снижении налогов, а также о фискальном стимулировании экономики. Именно это и спровоцировало Трамп-ралли в конце прошлого года. Тот факт, что на вчерашней пресс-конференции Дональд Трамп не пояснил свой план, обеспокоило инвесторов. А вот тот факт, что новоизбранный президент не обмолвился о повышении тарифов для китайских экспортеров, принес облегчение на азиатских рынках. В Европе цены на акции фармацевтических компаний упали на 2% после того, как Дональд Трамп обвинил фарму в убийственном ценообразовании. Сначала он атаковал автопроизводителей, вчера фармацевтический бизнес. Мы даже представить себе не можем, какая индустрия будет следующей. Вчера он скорее сфокусировался на антирыночных и антиинвестиционных мерах. Облигации чувствуют себя прекрасно, особенно в Германии. Доход по ним начал расти впервые после выборов. Правда, оптимистическую тенденцию омрачает перспектива Брексита и результаты национальных выборов. В ближайшие 3 месяца рынки займут выжидательную позицию. Я не думаю, что индекс DAX сильно упадет, но его волатильность возрастет многократно до стабилизации политической ситуации. Как всегда, на фоне рыночных волнений единственным победителем является золото. Его цена взлетела до почти $1200 за унцию. Одним из ключевых моментов вчерашней пресс-конференции стало разъяснение того, как будущий президент планирует решить конфликт интересов, возникающий на пересечении государственных и его многочисленных сфер влияния. Юрист Дональда Трампа Шерри Дилан пояснила, что Дональд Трамп
полностью отстраниться от управления своей компанией Trump Organization, передав все активы в траст, которым будут управлять его сыновья Дональд-младший и Эрик. Также компания наймет юриста по этическим вопросам, который будет следить за тем, чтобы текущие дела организации не пересекались с интересами государственного управления. Кроме того, Трамп пообещал отдавать на благотворительность прибыль от гостиничного бизнеса, полученную от иностранных государств. Однако, по мнению юристов по этическим вопросам, этих мер недостаточно. По словам Нормана Эйзена, главного юриста по этике в Белом доме при Бараке Обаме, Трамп, цитирую, «идет по минному полю, причем с завязанными глазами». Эйзен призывает Трампа полностью отказаться от бизнеса и продать активы или передать активы в независимый траст-фонд. К этому же призывает избранного президента и адвокат, работавший с Джорджем Бушем, Ричард Пейнтер. Накануне он дал интервью каналу CNBC, в котором он объяснил, что пренебрежение избранного президента этикой, прецедентом и Конституцией приведут к кризису как в этике, так и в Конституции уже в день инаугурации. Однако команда Трампа не согласна с такими радикальными предложениями. По словам адвоката избранного президента Шерри Дилан, федеральный закон о конфликте интересов не распространяется на президентов США, поэтому Дональд Трамп в принципе не обязан отстраняться от бизнеса, хоть он добровольно и пойдет на это. Также она добавила, что продать активы, принадлежащие Трампу, совсем непросто. А вот с такой точкой зрения не согласны не только адвокаты по этическим вопросам, но и политики. Сенатор Элизабет Уоррен сразу после пресс-конференции избранного президента в Нью-Йорке дала интервью CNN Money и заявила, что, цитирую, «это вопрос не партийной принадлежности, это вопрос государственного управления». Сенатор из Массачусетса от Демократической партии внесла на рассмотрение закон, который бы обязывал избранных президентов распродавать свои активы перед вступлением в должность. Если закон будет одобрен, он исключит возможность конфликтов интересов между государственной политикой и личным бизнесом. Она добавила, этот закон спасет Трампа, он спасет республиканцев и, главное, он избавит нашу страну от головной боли. Структуры крупнейшей в США и мире независимой нефтяной компании ConocoPhillips подали в суд на швейцарскую трейдинговую компанию Роснефть Трейдинг, стопроцентную дочку Роснефти. Ее обвиняют в участии в схеме мошеннической передачи активов подконтрольных венесуэльской госкомпании Petroleus de Venezuela. Ранее подобный иск в американский суд был подан от канадской золотодобывающей компании Crystallex. Как сообщает РБК, речь идет о передаче в ноябре прошлого года компании «Роснефть Трейдинг» залоговых прав на 49,9% акций американского оператора нефтедобывающих заводов и нефтепроводов «Сидга». Эту компанию, в свою очередь, контролирует Petroleus de Venezuela. В своем иске Crystallex высказывает подозрение, что эти акции могли быть обеспечением кредита на $1,5 миллиарда от Роснефти в пользу Petroleus de Venezuela. Crystallex добивается от Венесуэлы компенсации на $1 миллиард 400 миллионов по решению международного арбитража за национализацию золотодобывающего проекта в 2011 году. И американская «Сидга», чью стоимость аналитики оценивают в $3 миллиарда, актив, который потенциально можно взыскать. Petroleus de Venezuela еще 23 декабря подтверждала, что использовала 49,9% акций компании «Сидга» для привлечения нового финансирования, не уточняя, от кого оно получено. В пользу версии о кредите от Роснефти также говорят данные Центробанка Венесуэлы о золотовалютных резервах, которые 30 ноября подскочили на $891 миллион. Самый резкий прирост почти за год, отмечается в публикации РБК. Эта сумма может быть остатком средств от предоставленного Роснефтью кредита, предполагают аналитики. Ранее латиноамериканская пресса писала, что Petroleus de Venezuela заложила 50,1% акций «Сидга» другим кредиторам. И, по мнению Crystallex, цель сделок, обеспечением по которым стали 100% акций «Сидга», было желание заложить все активы американской компании, чтобы защитить венесуэльскую нефтегазовую компанию от притязаний канадских золотодобытчиков и других кредиторов посредством вывода этих активов за пределы юрисдикции США. Crystallex просит суд в Делавере признать передачу залоговых прав на 49,9% акций «Сидга», швейцарской дочки Роснефти, мошенническим трансфером, отменить этот залог и запретить возможную дальнейшую передачу прав на залог от Роснефти кому-либо еще.
ConocoPhillips, в свою очередь, предъявляет к Венесуэле многомиллиардные требования за экспроприацию нескольких нефтяных проектов при Уго Чавесе и утверждает, что Венесуэла и компания Petroleus de Venezuela проводят преднамеренную кампанию с целью воспрепятствовать кредиторам и обмануть их. В предыдущие годы структуры Конако подали 3 иска к Республике Венесуэла и ее госкомпаниям. Один из таких исков в сентябре 2013 года удовлетворил Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном банке и сейчас определяет размер причитающейся компенсации. Конако изначально просила до 30 миллиардов долларов. Компания Volkswagen в рамках признания своей вины перед американскими властями согласилась уплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов. По данным Wall Street Journal, соответствующая сумма штрафа предусмотрена условиями соглашения, которое было заключено представителями Volkswagen и Министерства юстиции США. Ранее власти Соединенных Штатов уличили компанию в мошенничестве. Она умышленно использовала программное обеспечение, некорректно отображающее фактический объем вредных выбросов в выхлопных газах автомобилей, оборудованных дизельным двигателем. Ранее Volkswagen согласился выплатить более 14 миллиардов долларов в качестве компенсации владельцам автомобилей и для устранения ущерба, причиненного окружающей среде. Годами Volkswagen рекламировал свои автомобили как соответствующие федеральным нормам. Но фактически сотни тысяч машин, проданные Volkswagen, выбрасывали в атмосферу вредоносный оксид азота, в 40 раз превышающий допустимые законодательством нормы. Кроме этого, данные авто были оборудованы программным обеспечением, которое позволяло маскировать реальный уровень загрязнения, который производила машина, обманывая регуляторов во время тестирования. Министерство юстиции, Агентство по защите окружающей среды и таможни достигли соглашения с Volkswagen, которое предусматривает гражданскую и уголовную ответственность. Как часть этого соглашения, Volkswagen признается виновным в 3 преступлениях: сговоре по введению в заблуждение Соединенные Штаты, мошенничестве, нарушении законодательства по охране окружающей среды, уклонении от правосудия и импорте товаров по подложным документам. И сегодня же Американское агентство по охране окружающей среды обвинило концерн Fiat Chrysler в похожих махинациях. По их данным, на дизельных моделях, выпускаемых этим автопроизводителем, использовалось программное обеспечение, занижающее данные о вредных выбросах. Речь идет о моделях Dodge Ram 1500 и Jeep Grand Cherokee. Эта новость моментально вызвала падение акций концерна на 13%. Агентство Bloomberg называют турецкую лиру худшей валютой мира начала года. За первые 10 дней Нового года она опустилась по отношению к доллару на 8,5%. Это худший показатель среди мировых валют. По итогам прошлого года турецкая валюта опустилась по отношению к доллару на 17%. Кроме того, Турция по-прежнему имеет дефицит платежного баланса, который по итогам года оценивается на уровне 5% от ВВП. Падение ВВП наблюдается в Турции впервые за 7 лет. Текущее снижение можно объяснить как внутренними, так и внешними факторами. С одной стороны, присутствует продолжающееся и усиливающееся давление со стороны Федерального резерва, и с другой стороны, политическая неопределенность и разговоры со стороны рейтинговых агентств. Следующая критическая дата — это 27 января, когда состоится заседание Fitch. Участники рынка ожидают понижения рекомендаций. Как вы знаете, Fitch является единственным рейтинговым агентством, которое поддерживает рейтинг Турции на уровне инвестиционного. Поэтому это еще один важный день для Турции, и мы увидим реакцию рынка на следующий день. На сегодня у нас все. Завтра в это же время я вернусь в эту студию. До встречи. Мы благодарим наших коллег из Нью-Йорка и продолжаем эфир настоящего времени Америка из Вашингтона. В студии с вами по-прежнему Роман Мамонов. Избранный президент США обещал раздать всем сестрам по серьгам, дабы не отлынивали от восстановления величия Америки. Это касается и крупных автоконцернов, продающих свою продукцию в США, но собирающих машины на территории Мексики. Журналисты отловили нескольких топ-менеджеров в залах международного автосалона в Детройте, чтобы узнать, как они намерены реагировать на критику Дональда Трампа.
Руководители мировых автомобильных корпораций спешат предъявить общественности доказательства своих инвестиций в американскую экономику. Причем независимо от того, в какой стране эти компании базируются. У нас в США сильная производственная база, и наша продукция идет отсюда на экспорт. Модель GLE производится исключительно на территории Соединенных Штатов, на заводе в Алабаме. Мы продаем его по всему миру. Я считаю, что здесь у нас ситуация сбалансированная, так что волноваться не о чем. Представители концерна Fiat заявили о планах по созданию 2000 рабочих мест на своих американских заводах, а также о намерении перенести из Мексики производство своих тяжелых пикапов Ram. Ford подтвердил в понедельник решение выпускать новые внедорожники марки Bronco на заводе в Мичигане, который сейчас занимается сборкой легковых машин. В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп критиковал Ford за намерение перенести производство в Мексику. В результате компания отказалась от постройки завода в соседней стране и объявила об инвестициях в размере $700 миллионов в американское производство. О планах увеличения производства на заводе в Южной Каролине сообщил и член совета директоров корпорации BMW Иэн Робертсон. Соединенные Штаты – наш второй по объему рынок в мире. Здесь располагается наш самый большой завод, и мы собираемся дополнительно инвестировать сюда $1 миллиард, сверх уже имеющихся инвестиций в объеме $6,5 миллиардов. В Мексике располагаются заводы многих крупных автомобильных корпораций. Там же производятся запчасти для американских сборочных линий, которые обеспечивают работой жителей штатов Огайо и Мичиган. Намерения крупных компаний перенести мощности в США, какими бы соображениями ни были продиктованы, не остались без внимания избранного президента. В своих сообщениях в Твиттере Дональд Трамп уже похвалил Ford и Chrysler за решение пересмотреть свою политику. В штате Оклахома в руки правоохранителей попал острый кулинарный соус, сделанный из марихуаны. Кроме соуса, упакованными и готовыми к продаже были найдены и другие продукты на основе каннабиса. Вы удивитесь, насколько разнообразными может быть ассортимент товаров, изготовленных из этого растения. Сироп от кашля на основе конопли, острый кулинарный соус с марихуаной и даже воск с добавлением той же субстанции. Это лишь примеры десятка наименований продуктов, обнаруженных в округе Канейдиан в штате Оклахома. Знаете, я вырос в 70-е, и тогда, я помню, люди говорили о том, чтобы делать печенье с марихуаной, чтобы побыть под кайфом. Сейчас мы наблюдаем похожую картину, только в гораздо большем масштабе. Шериф Крис Уэст рассказал, что один из его сотрудников нашел наркотики в багажнике машины, которую он тормознул для обыкновенной проверки документов. Водитель машины разрешил полицейскому обыскать ее, и в багажнике он нашел вот что. Мы впервые столкнулись с чем-то подобным. Раньше мы не видели продуктов, содержащих наркотики в таком объеме. Уэст говорит, что наркотики на сумму около $50 тысяч нелегально привозились из Южной Калифорнии в столицу страны Вашингтон. На недавно состоявшейся церемонии «Золотой глобус» с наградами домой ушли не все. Например, актриса Эми Адамс премию так и не получила, зато ей досталась именная звезда на голливудской аллее славы. Все подробности знает наш светский обозреватель Карина Бафраджан. Карина. Привет, Рома. У Эми Адамс, между прочим, 7 номинаций на «Золотой глобус» и 5 на «Оскар». И вот, наконец, вчера в компании родных, друзей и коллег Эми получила заслуженную звезду на аллее славы. Актриса поблагодарила всех, кто за годы карьеры помогал ей. Она не смогла сдержать слез, рассказывая о людях, с которыми она подружилась в Голливуде, и вспоминая о своих первых прослушиваниях. Ну и, конечно, она не забыла самых близких для нее людей, которые пришли поддержать ее в этот день. Это муж и дочь. А теперь перейдем к другим новостям шоу-бизнеса. Вчера в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград Image Makers Awards журнала Мэри Клэр, гостями которой стали Кайли Дженнер, Джессика Альба, Лиза Кудроу, Элизабет Олсен и другие знаменитости. Также на мероприятии была замечена и Марго Робби. Актриса впервые появилась на светском вечере после известия о ее тайной свадьбе с Томом Акерли. Лауреатами Image Makers Awards, как можно догадаться по названию, стали те, кто трудится над имиджем звезд, но чаще всего остается за кадром. Это стилисты, визажисты и парикмахеры. В этом году премия прошла уже во второй раз. Создатели фильма «Спасатели Малибу» подогревают интерес к ремейку знаменитой истории о пляжных спасателях. В интернете появился новый трейлер картины. Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон, Александра Дадарио и другие актеры, судя по представленному в сети видеоролику, оказываются в центре захватывающего сюжета. Честные спасатели встают на пути финансовых интересов нефтяной компании, которая в личных целях собирается разрушить пляж и нанести вред побережью. Герою Дуэйна Джонсона и его ребятам противостоит коварная Виктория Лидс. Ее играет Приянка Чопра.
Погони на водных мотоциклах, убийства, чудесные спасения – все это и многое другое зрители увидят на экране. Повторят ли новые «Спасатели Малибу» успех одноименного культового сериала 90-х, мы узнаем не раньше весны. Прокат фильма намечен на май 2017 года. Американский актер Вуди Харрельсон появится в новом спин-оффе «Звездных войн». Он сыграет учителя юного Хана Соло. Способность Харрельсона быть одновременно смешным и пафосным по-настоящему уникальна. А еще он отлично играет в настольный теннис, отметили режиссеры. Новая картина расскажет о молодом Хане Соло во времена, когда он промышлял контрабандой и еще не встретил своих друзей, сражающихся с Галактической империей. Премьера фильма намечена на декабрь 2018 года. Нам остается только ее ждать. Рома, тебе слово. Спасибо, Карина. Мы теперь отправимся на голливудскую вечеринку, куда были приглашены все без исключения звезды. Форма одежды свободная, как и вход, а место проведения – обсерватория Гриффит, что в Лос-Анджелесе. Раз в месяц сотрудники планетария вместе с волонтерами выносят телескопы на открытый воздух и направляют их в ночное небо и дают возможность всем желающим любоваться небесными светилами. Впечатлилась и Ангелина Багдасарян. На этой звездной вечеринке нет дресс-кода. Двери обсерватории Гриффит в Лос-Анджелесе открыты для всех. На звезды посмотреть и прекрасным видом на Лос-Анджелес полюбоваться сегодня мог любой желающий абсолютно бесплатно. О боже, это не то, что я ожидала увидеть. Это она о Луне. Очарованных небесным светилом Золтан называет романтиками, хотя и шутит, сам такой же. От дел небесных он далек, по профессии инженер. Но каждый раз, когда в обсерватории устраивают такие лунные показы, Золтан приходит помогать совершенно бесплатно. Он знаком уже с каждой звездой. На юго-западе, в 30 градусах от горизонта, вы можете увидеть красный объект. Это Марс. Чтобы посчитать лунные кратеры, нужно отстоять в длинной очереди. Желающих полюбоваться небесными светилами очень много. Именно для таких любителей звездных тел и задумал еще в 19 веке этот планетарий миллионер Дженкинс Гриффит. Он отдал все эти земли городской администрации и завещал свое состояние для строительства обсерватории, которая должна была стать парком для жителей города. Гриффит видел, как важно было передать эти знания людям. Он взял с властей города обещание, что вход сюда всегда будет бесплатным. Гриффит мечтал, чтобы люди стали ближе к небу, и мечта его сбылась. Обсерватория, названная в честь своего основателя, открыла двери в 1935 году. Тут и молнии, и экспозиции планет, и интерактивная таблица Менделеева. Впечатляет огромный маятник Фуко под главным куполом обсерватории, демонстрирующий вращение Земли. Впрочем, найти красивее, чем отсюда вид на Лос-Анджелес, сложно. Дневной пейзаж мало чем уступает ночному, будто на ладони даунтаун, Тихий океан и крупным планом визитная карточка столицы мирового кинематографа. Словом, рай для туристов. И не только. Во время Второй мировой войны планетарии использовали для тренировок пилотов. Но когда американские астронавты готовились к лунной экспедиции, космические знания они отрабатывали именно на этих холмах. Если бы во время экспедиции произошла непредвиденная ситуация, астронавты должны были понять, где они, как добраться с одного места на другое. Для этого они должны были учить звезды и быть готовы ориентироваться в космосе. У астронавтов были специальные стулья, на которых они лежали в масках и видели очень маленькую часть звездного неба, и они должны были так угадывать планеты. Окошко это было такое же, как окно космического корабля. Сейчас в космических программах обсерватория не участвует, а работает, как и было изначально задумано, для простых людей. Ежегодно стать ближе к звездам сюда, на Голливудские холмы, приезжают более 1,5 миллиона человек со всего света. Ангелина Багдасарян, Вазген Варжабитян. Настоящее время. Америка. Город Портленд, тот, который в штате Орегон, завалило снегом. Из-за стихии были закрыты школы, а многие жители вынуждены были оставить на улицах свои заметенные машины. А вот для кого такая погода в радость, так это для обитателей местного зоопарка. Белые медведи и слоны явно получают удовольствие от выпавшего снега, тем более, что ради зимних забав им даже не пришлось покидать вольеры. Ну а нам просто приятно наблюдать за развлечениями братьев наших меньших.
Смотрю и завидую. Мои коллеги сейчас, конечно, покрутят пальцем у виска, но мне в бесснежном Вашингтоне прям мечтаю о снеге. Спасибо, что были с нами. Прямо сейчас час Тимура Олевского. Не переключайтесь.